вами говорили о том, что психолог в образовании очень часто сталкивается с такими проблемными категориями детей, к числу которых мы можем отнести и одаренных детей, и детей с проблемами в развитии. Да? Помните? Так вот, мы говорили также о том, что одаренные дети – это категория детей, отличающихся от возрастной нормы, и это тоже своего рода патология, только со знаком плюс. Да? Хорошо. Здравствуйте, Елена. Добрый день. Говорить о вас как о госте в республике нет никакого смысла, потому что вы уже давно на той стадии, когда Чеченская республика для вас не место жительства, а уже часть вашей жизни, потому что вы и замужем за чеченцами, и у вас уже взрослые дети. Расскажите нам немного о своей жизни. Вы довольны тем, как она сложилась? Наверное, любой нормальный человек не будет полностью доволен своей жизнью, потому что куда-то надо расти. А в целом, конечно, мне не на что жаловаться. У меня замечательная семья, хорошая работа, все в порядке, дети взрослые. Достаточно, можно сказать, что уже устроенные. Вот. Правда, они живут уже за пределами республики, потому что там учились, там же и остались жить. Девочка замужем, имеет свою девочку уже. Вот. А сын сейчас закончил учиться, вот ищем работу хорошую по специальности. Пока еще о женитьбе не помышляет, слава богу, пускай не торопится. У вас и у вашего мужа разные религиозные взгляды, и вы всю свою жизнь прожили в обществе, где подавляющее большинство исповедует ислам. На фоне этого у вас никогда не было какого-то чувства дискомфорта? Да мне как-то везло на людей, наверное. Попадались хорошие, порядочные люди, которые с пониманием относились и с уважением. Поэтому я не испытывала какого-то дискомфорта. Я даже больше скажу, наверное, дискомфорт – это что-то внутреннее, когда у тебя есть неуверенность в своей правоте, наверное, в том, что ты имеешь на что-то право, тогда, наверное, и испытывают дискомфорт. Я так думаю. По крайней мере, мне не приходилось его испытывать. То есть вы в состоянии свободно исповедовать свою религию, при этом не подвергаясь какой-либо дискриминации извне? Да нет, конечно. Честно скажем, в основном же я человек светский, и сказать, что вот настолько я погружена в религию, чтобы, я не скажу. Да, есть определенные праздники, есть храм, куда можно пойти. Но, честно сказать, первое время, особенно послевоенное, это было, наверное, больше как... Я даже не скажу, что это было какое-то культовое религиозное такое учреждение. Да, это было, наверное, место встречи с теми людьми, которые остались в республике. Я бы, наверное, даже больше с этой точки зрения рассматривала это. Потому что там мы находили друзей, там мы встречались, там праздновались определенные праздники религиозные. Вот как-то это все было, нельзя отделить, что это именно религиозное такая подоплека. Не знаю, нет, не было ничего такого дискомфортного. Наоборот,
И у меня очень много друзей чеченцев, ну, много, да, наверное, все в основном, потому что у нас тут и практически не осталось людей сейчас другой национальности. И друзья, и коллеги, мы вместе работаем, мы вместе отмечаем праздники, все мы поздравляем друг друга с разными праздниками, и с религиозными, и со светскими. И вот это взаимопроникновение какой-то культуры, оно только обогащает. Когда ты знаешь особенности другой религии, другой культуры и стараешься взять оттуда что-то хорошее, лучшее, сравниваешь со своей и лучше узнаешь свою, находишь какие-то точки соприкосновения, находишь различия и видишь, что по сути различия, они настолько несущественны. И любая религия, она прежде всего проповедует общечеловеческие ценности. Нет, я в этом плане, наверное, достаточно счастливый человек. Мне не приходилось сталкиваться с какими-то такими вот попытками дискредитировать, что ли, меня или мою религию, как-то унизить. Нет. Вы сказали о том, что можно перенимать, да, что-то хорошее из другой религии. Вот вам приходилось перенимать что-либо из ислама для себя? А как можно себя отделить от, допустим, от жизни в обществе, в котором ты живешь? Может быть, это смешно покажется сейчас, да, процитировать тут Ленина, но, по-моему, это он сказал, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Но с детства, если с детства ты живешь в этой культуре, естественно, конечно, ее знаешь, ее уважаешь, и в какой-то мере уже и любишь, да. И довольно часто происходят такие ситуации, вот парадоксальные, когда я, допустим, по национальности русская, да, я представляю республику где-то за пределами. И вот там вот я в полной мере начинаю ощущать свою приверженность именно и к этой культуре, и к этой религии. Да, я ее знаю, но я исповедую свою, но я знаю и основные требования ислама. Это, наоборот, здорово. Елена, вы помните довоенную, военную и послевоенную Чечню. Как вы думаете, что мы потеряли и что мы обрели сегодня? Ну, это совсем разные две республики. Я не знаю, я не берусь утверждать, это будет очень громко, имеет ли значение здесь военные действия, да, просто ничто не стоит на месте, это определенный виток истории. Ну, конечно, тогда была совсем другая республика, было много национальностей, но и строй ведь был другой, и политический, и экономический, поэтому и культурным образом это все тоже. Вот на культуре это тоже сказывалось, да, на социальных отношениях. Мы помним, тогда был атеизм научный, мы его даже изучали как научную дисциплину. Сейчас это совершенно другой уровень развития отношений. Я не знаю, я не уверена, что можно говорить о том, что это вот именно с военными действиями связано. Мне кажется, даже если бы не было войны, все равно были бы существенные, серьезные изменения у нас в республике, потому что они везде в мире происходят. А так, вот что касается довоенного времени, ну, в довоенное время мы были молоды, мы были увлечены, нам казалось, что вся жизнь впереди. Так оно и было, были возможности определенные. Сейчас в своем возрасте я могу сказать, что я мудра. И оглядываясь назад, я могу сказать, что да, было тогда хорошее, замечательное, но студенческое время. Сейчас много, вот у сегодняшней молодежи сейчас намного больше возможностей, намного больше господдержки, намного больше каких-то общественных инициатив, программ, где они могут себя реализовать. Я с удовольствием в этом участвую, мне это нравится. И я думаю, что если бы такие возможности были у нас тогда, как далеко бы мы пошли в своем развитии. Все-таки сейчас у молодых возможностей больше, намного. Я за них рада. Я вот работая со студентами, я понимаю, что, наверное, да, это вот мое, где можно себя реализовать. Вообще, наверное, я по жизни наставник. Вот именно в этой роли я себя прекрасно, комфортно чувствую, когда я что-то передаю, с удовольствием делюсь своими знаниями. Вот и от этого получаю достаточно такое большое удовлетворение. В военный период многие люди покинули республику. А почему этого не сделали вы? Знаете, мы не успели, наверное. Мы до последнего не верили, что
в благополучной стране возможно вот такое вот. И даже уже когда в так называемом президентском дворце, да, вот уже у него практически в центре города стояли танки, мы думали, ну это какая-то глупость, вот она сейчас закончится со дня на день. Ну а потом просто мы тогда жили в таком районе, это вот где сейчас новый главный корпус университета, раньше там стояли коттеджи недалеко. Вот, и как раз мы там жили, и это такой район, который буквально вот начал обстреливаться практически. И практически сразу меня ранило, и получилось как-то уже основной задачей было не вывозить что-то, не думать, куда ехать, а выезжать именно туда, куда можно было. Потому что и дороги были перекрыты, и вообще это такая военная романтика. Вот я сейчас вспоминаю это, знаете, вот как будто это было, наверное, не совсем со мной как-то. Да, это было страшно, это было действительно страшно, но почему-то это не оставило такой какой-то травмы, что ли. Вот. Я помню, что с раненой ногой меня вывозили какие-то военные ополченцы на танке. Потом нас привезли в какую-то воинскую часть. И самое страшное, что мой муж в это время, он просто поехал посмотреть, как мама, хотела ее забрать. Она тоже приехала проведать свой дом. И мы разминулись. И потом целый месяц вот мы с девочкой вдвоем, я раненая, она маленькая. И вот он нас месяц искал, нашел потом в Очко-Мартановской больнице. Самое интересное, что у меня такие какие-то странно теплые воспоминания об этих людях. Вот Очко-Мартановская больница, маленькая, одноэтажная такая больница. Всего одна, по-моему, женская палата. И вот когда нас привезли на грузовике, потому что мы все лежачие на носилках, потихонечку выгружают из грузовика. Это были сумерки. И представляешь, такая сцена. Люди, которые там уже лежали, ходячие, они вышли встречать вновь прибывших. И стоит молодой человек, ну, наверное, ему тогда было лет 18-20, с большой железной чашкой и с вилкой. И в этой чашке галушки такие здоровые, такие вот крупные. И вот он стоит вот так с этой вилкой, с наколотой галушкой. И когда меня выносят, вот, снимают с машины, несут, и он эту галушку пытается мне в рот положить. Вот настолько это трогательно было, понимаете? Настолько военное время, оно как-то высветило. Вот все хорошее подчеркнуло в людях, что было, да? И все плохое. Вот какой был человек в реальности, вот таким он тогда был. Ну, а потом уже потихонечку, это 95-й год, потом уже вернулись домой, конечно, все разрушено, разбито, заново отстраивались, квартира, правда, сохранилась, а дом полностью. В послевоенный период, глядя на руины и разрушенную республику, вы могли себе представить, что через такой короткий период времени республика так восстановится и Грозный будет таким, какой он есть сегодня? Вообще было очень странное чувство, когда я первый раз приехала в город, я заблудилась, потому что было непонятно, где что. И было такое ощущение, что ну вот это все, вот, ну что уже, ну как можно, да, вот, ну ведь полностью были абсолютно руины. И очень странно было понимать, что где-то что-то строится. И очень долго было страшно, что вот строят, стоит ли, а вдруг опять. Но слава Богу, очень мудрая политика, руководство. И я помню 2008 уже год, когда я уже тогда работала в Институте повышения квалификации учителей. Именно в сфере образования стало уделяться. Да, конечно, все строилось быстро, такими темпами. Это вообще, знаете, это, наверное, феномен, в мире нигде такого нет. И до сих пор люди удивляются, когда приезжают к нам, говорят, как вы могли, буквально из пепла, да? Но вот 2008 год, образовательная среда, как она восстанавливалась. Ведь можно сказать, что у нас в республике, ну, практически
и компьютеры сразу появились, и школы строились, да, и ремонтировалось это все, автобусы в школах появились. Это было такое чудо, это так здорово, и это настолько правильно, когда уделяется внимание именно сфере образования, потому что с нее же, по сути, все и начинается. Вот. Поэтому мне очень повезло, что именно в этой сфере, наверное, вот к ней имею отношение. И сейчас с такой грустью, когда вспоминаешь эти годы, знаешь, осталось такое ощущение, что вот этих лет просто не было. Вот. Первое время особенно очень ощущалась эта пустота, вот как будто просто 10 лет взяли у тебя из жизни, вырвали, что их просто нету, стерли. Потому что, видимо, что-то неприятное вспоминать не хочется, а хорошего в те годы было очень мало. Как на вас повлияла эта война? Она вас изменила? Да, конечно. Нельзя сказать, наверное, никто не скажет, что она не изменила. Изменила, конечно, но я очень рада, я благодарна своей профессии, тем людям, которые вокруг меня находились в это время, что мне помогли выжить, выстоять. И, наверное, да, я стала мудрее, я на многие вещи смотрю как-то уже по-философски, как-то, ну, это опыт, это все равно опыт. Да, он плохой, он травматический даже, потому что многие, и до сих пор вот сейчас, работая психологом, я сталкиваюсь с тем, что многие люди не пережили его сейчас, этот опыт. Он застрял в них, его надо прорабатывать. Но мне повезло, у меня профессия, у меня рядом хорошие люди, у меня, в конце концов, моя семья. Говоря о вашей работе, вы ее любите? И за что конкретно вы ее любите? Я ее не люблю, я ей живу. Это действительно моя жизнь. Да, мне страшно сейчас представить, что я буду вынуждена вдруг заниматься чем-то другим. Это не работа, наверное, неправильно это сказать, это стиль жизни уже, потому что настолько все органично, вот как идешь на работу, сказать, выражение такое, да, говорят, идешь на работу как на праздник. Нет, я живу этим, я иду, это моя жизнь, я люблю своих студентов, я смотрю каждый год, вот с каждым годом они как-то другие немножко, да, вот когда мы набираем первый курс, мы говорим, что у нас там за группа на этот раз, делимся с коллегами, можно с них что-то будет сделать. И на самом деле, действительно, вот из года в год молодежь лучше. Это не какие-то пустые фразы, потому что вот в этом году у нас действительно мы очень переживали, а кто придет к нам, потому что боялись, что будет недобор. Вышел небольшой казус с ЕГЭ, и то, что нужно было нам для поступления на наши специальности, дети в школе просто не сдали. И мы думали, кто же, Господи, кто же придет? Пришли очень хорошие детки, какие-то целеустремленные сейчас они такие, увлеченные. Вот. Опять же, это преподавательская деятельность. Наша работа очень многогранная, моя в частности, она очень многогранная. Это и преподавание, это психологическая помощь, это поддержка, это наставничество, это и научная работа. Вот, завершаю, наконец-то, надеюсь, уже который раз переделываю диссертацию, потому что меняется руководитель, меняется, в конце концов, какие-то научные взгляды в этом направлении. Пришлось полностью менять концепцию, исходя из последних научных достижений вот в этой области, потому что эта сфера очень живая. Очень часто приходится выезжать за пределы республики, принимать участие в каких-то конференциях, форумах. И я с таким удовольствием отмечаю, что наши специалисты, как-то стереотипно принято считать, что мы где-то на задворках, мы провинция, да еще к тому же у нас война 10 лет. Знаете, эта война, да, она дала огромный толчок именно в нашей области, специалистам нашей области, потому что кто-то учился по книжкам, по бумажкам,
А мы учились на реальном опыте, причем мы все это на себе переживали, пробовали. И сейчас, вот, исходя из этого, можно сказать, что у наших специалистов-психологов, практиков, у нас богатейший опыт. И причем он такой продуктивный, потому что нам некогда было учиться, к нам приезжали специалисты, большое спасибо, конечно, и зарубежным организациям, они нам помогли. Но то, что делали они, это были такие вот какие-то клочковатые вкрапления, да, в основном они были финансовая поддержка. А то, что касается профессионального становления, это было вот свое собственное, на своем больном, горьком опыте, на своих каких-то ошибках, да, но это все было свое. И вот сейчас вот за пределами мы выезжаем, когда с коллегами, и нам говорят: надо же, вы такие спокойные, вы такие какие-то уравновешенные. Да, мы философы по жизни, да простят меня специалисты, философы, да, но мы философски на это смотрим. Плюс у нас психология, у нас богатейший опыт. Мы и вам поможем, говорим мы им. Они вот так вот как-то на нас смотрят удивленно, невротизированные такие немножко, да, вот такие вот все какие-то своим уплотненным таким графиком сумасшедшим. А у нас все-таки люди немножко размеренные, они еще к тому же открытые. Да, у нас, к сожалению, не так часто ходят к психологам, но у нас ходят к соседям на кухне посидеть, пообщаться. Это же тоже хорошая психотерапия вот такая вот. Да. Где-то поссориться, покричать. То есть народ еще и к тому же такой экспрессивный, как-то вот внешне себя проявляет, не держит внутри. И поэтому вот в профессиональном плане, да, война, как это ни странно, вырастила целое поколение таких хороших, качественных специалистов-психологов. Вы когда-либо жалели о том, что судьба связала вас именно с Чеченской Республикой? А вот это странный вопрос. Вот, Хэт, вот как можно жалеть о том, что у тебя вот те или иные родственники, например, да? Но это же данность, но это родина, А что толку об этом думать, что было бы? Ведь этого не было и никогда не будет, это есть. Это надо любить, ценить, надо взять отсюда все самое лучшее, да, и просто постараться рядом с собой, вокруг себя, как-то, если тебе что-то не нравится, начни с себя, начни что-то изменять потихонечку в себе. Глядишь, и вокруг тебя люди станут лучше, добрее, больше будут улыбаться. Нет, это какой-то вопрос. Да, я понимаю, что его надо задавать, и что его часто задают, да. И порой в каких-то других ситуациях он меня раздражает, потому что, как можно спрашивать, ты жалеешь, что у тебя вот та мать, допустим, или вот этот отец? Нет, мне никогда не приходило в голову жалеть и думать о том, что было бы и что как-то могло бы быть иначе. Нет, мы тут родились, здесь родились мои родители, мои предки. Это моя родина. Именно в чеченском народе и в Чеченской Республике что вы любите больше всего? А я не знаю, что больше всего, что меньше всего. Мне сложно это сравнивать с каким-то другим народом, потому что я не так хорошо знаю другие народы, да? Я знаю единственное, что если мне нужна помощь, я ее всегда найду. И я знаю, что у меня есть друзья. И я как-то очень редко думаю о том, какой они национальности. Они просто есть, они просто мои друзья, мои достаточно близкие друзья. И самая интересная особенность у нас здесь такая, что когда людям нужна помощь, они идут, берут кредит где-то в другом регионе, да, а наши садятся на телефон и обзванивают своих друзей, знакомых, близких, родственников. И то, что им нужно, они находят. Ну что же, Елена, спасибо вам за столь увлекательную беседу. Я вам благодарна за все эти теплые слова, которые вы сказали в адрес Чеченской Республики и чеченского народа. Мы желаем вам успехов и благополучия. Всего доброго вам. Спасибо вам за то, что уделили время, за содержательную беседу. И, знаете, за те многие вещи, про которые не стоит и нельзя забывать. И спасибо еще раз, что напомнили мне о том, как я отношусь действительно к этому народу и к этой республике.